Кичикский наиб Бата, заметив, что казаки обыкновенно чересчур увлекаются преследованием, решился наказать их. Примечание. Живузский, 1845 год, на Кавказе. Кавказский сборник, том 6. Тифлис, 1882 год, страница 426. Конец примечания. С партией своих мюридов он пробрался на северо-восточный склон Качаклыкского хребта между Куринским укреплением и Герзель-аулом и разыграл целый спектакль. 6 всадников он пустил во весь опор по дороге от аула Энгель-Юрт в сторону Качкалыковского хребта, а вслед за ними поскакали еще 25. Часовые в Герзель-ауле решили, что мирные чеченцы гонятся за немирными хищниками, и казачьи сотни, стоявшие в Герзель-ауле, выскочили из укрепления, чтобы отрезать бегущим дорогу, не дать уйти через хребет. Современники вспоминали, что выскочил из Герзель-аула Исаул Пушкарев и с ним 150 казаков, а за ними с ротой Замостского полка, ротой линейного номер 15 батальона и 2 казачьими орудиями бегом направился майор Ктиторов. Казаки, видя перед собой неприятеля на усталых лошадях и увлеченные удалью, занеслись чересчур далеко от остальных войск. Примечание. Ржевузский, 1845 год, на Кавказе. Кавказский сборник, том 6, Тифлис, 1882 год, страницы 424-425. Конец примечания. Первыми скакали сотник дьяконов и с ним 22 казака. Это понятно. Казаки думали, что скачут ловить 6 чеченцев, но когда Дьяконов и его казаки поравнялись с балкой Кошкильды, из нее выскочили прятавшиеся в засаде 400 чеченцев. Дьяконов не растерялся, а может, другого выхода не увидел, и ударил в пике. 5 чеченцев сбились с седел, но в завязавшейся рукопашной схватке потеряли несколько лошадей, были окружены и, спешившись, засели в кустах и стали отстреливаться. На помощь Дьяконову бросился со своими казаками Хорунжий Мельников, но тоже был окружен и получил смертельное ранение, от которого скончался через несколько часов. В этой рукопашной полегли еще 12 казаков, а 9 получили ранения. Дьяконов увидел, что чеченцы отвлеклись, посадил своих казаков на уцелевших лошадей и ударил навстречу казакам Мельникова. Чеченцы в очередной раз переключились на Дьяконова, и вновь казаки, потеряв 2 раненых, спешились и стали стрелять во все стороны. От гибели их спасла подоспевшая пехота, а от Куринской прискакал со своей сотней Бакланов. Отсюда и в послужном списке его движение от Куринского к Хошгельды. Судя по фамилиям офицеров, стояли в Герзель-ауле 2-я и 5-я сотни, ранее расположенные в терских станицах, а при них командиром дивизиона значился Пушкарев, чья 3-я сотня вместе со штабом полка находилась в Старогладковской. Больше таких тяжелых потерь в боях в этом году не было. Да и боев не было. До конца года умерли 9 казаков от обыкновенных болезней. Список этот открыл Тит Калмыков, Бессергеневской станицы, за ним Самойло Белоусов, Калитвинской, за ним Яков Маркин, Екатерининской, с ним в один день урядник Осип Попов, Арчадинской. К концу службы со счету сбились. Приглядывался Бакланов на новом месте. От чего мрут? От климата? На плоскости зима мягкая, в марте трава появляется, а в апреле уже сохнуть начинает. Степь становится голой и унылой. Летом жара не приведи Господи. Сверчки, кузнечики,
Самое благословенное время осень. С хребта к Таш-Кичу олени стадами выходят, зайцы бегают. С октября по апрель речки тихие, а с апреля, как снег таять начнет, и все лето бурные, не перейдешь. Как и каждый кордонный начальник, расспрашивал про местное население. За спиной на плоскости живут кумыки. Традиционно грызутся с даргинцами. Дальше к морю Дагестан. Бедность там страшная. Скалы без леса. Землю для посевов на горбу в горы носят. Лошадей имеют одни богачи. Коров тоже мало. Чего много, так это коз полудиких. Главный народ там аварцы. Местные татары называют их горными кумыками. Аварцы всегда враждовали с лезгинами. Перед линией за хребтом чеченцы. Эти воюют со всеми. Те, что в низинах, вроде помягче. Те, что в горах, оторви и выбрось. Привыкли, что поступкам их нет ответа, преступлениям воздаяния. Так и говорят: свет наш, кроме нас кто на свете? Кумыки их называют Мичикиш, люди, живущие за рекой Мичик. Кабардинцы зовут их Шашан, по названию первого аула. Сами себя они именуют Нахчой, что значит «люди, у которых сыра много». В общем, другой мир, предельно замкнутый и враждебный. Из преданий и наставлений ни один же Бакланов и не первый год сюда попадал. Усвоил наш герой: платить им нельзя, еще больше набегать будут, а за убийство казаков карать 10-кратно. Пока что таким образом пробавлялись. А кто у нас сосед слева? Кто справа? Слева, за кумыкской линией, за Герзель-аулом, начинается Дагестан. В крепости Внезапной 11-й Кавказский линейный батальон. Еще дальше, в Чир-Юрте, квартиры Нижегородского драгунского полка. Местность там унылая, пустая, выжженная, и в лагерях мертвенно тихо. В сторону Чечни в лагерях дым коромыслом. Чем ближе к неприятелю, тем буйства больше. Не дать не взять цыганский табор. Но и там войск не густо. В Таш-Кичу 2 роты, в Амир-Аджи-Юрте 1 рота, в Червленой батальон стоит, Горячеводский батальон и 1,5 батальона в Грозной. Артиллерии 10 орудий. В экспедицию идут авангард и арьергард по дороге, боковые цепи по горам. Чеченцы выжидают и навязывают бой там, где наши в меньшинстве. Спасают пехоту дисциплина, боевой опыт и неимоверная выносливость. Своих убитых врагу не оставляют. Коли из господ офицеров кого убьют, тело представят, куда прикажете. Меж полками соревнование и ревность. Если в другом полку что украдешь, то можно и пулю получить. Подстерегут в засаде. Но есть полки куначатся, дружат меж собой. Драгунский полк обученный. Бьют в сомкнутом строю, быстро спешиваются. В чистом поле цепь наездников их удара не выдерживает. К донским казакам местные солдаты относятся свысока, называют их российскими войсками, а себя кавказскими войсками. Офицеры есть настоящие, которые служат. Это больше русские и немцы. А есть, что называется, штабные крысы, подобострастные, как чиновники, и нахальные, как полковые писари. Эти из хохлов, армян и поляков. Офицеры не дерутся, а если кто из России приедет и начинает по старой памяти морды чистить, то в экспедиции пристрелить могут. Жизнь человеческая тут и копейки не стоит. Недавно стычка была. Донесли, что оставили хищники 7 тел. Из Грозной пишут: «Привезите, хотим поглядеть». А их на самом деле 4.
Так они троих мирных нагайцев похватали, прямо с орбы сняли, головы им поотрубали и 7 голов Грозную представили. Насчет прекрасного пола тоже есть. В гарнизонах офицерские жены устраивают балы и праздники и танцуют с ожесточением. Попивают. Мужья, борясь за нравственность, им вина не дают. Так они одеколон пробуют. Первейшая из всех – жена одного штабс-капитана, Бельфама и львица Темир хан Шуры. Собой хороша и души отличной. Недавно дагестанского полка майора, чтобы он ей не изменял, из пистолета Не из пистолета, а пистолетом, поправляли другие разведчики. Поблизости можно развлечься в станице Червленой, которую молодые офицеры называют Андалузией. Даже куплеты сочинили. В Ташкичу я не хочу, в Грозную не надо, а в Червленую пойдем, там все радости найдем. Начальники, слава тебе, Господи, воруют умеренно. Бывает, что на свои деньги людям к зиме полушубки покупают. Но полковники, которые опасаются производства в генерал-майоры, не выдают из положенного провианта ни вещей, поскольку придется сдавать полки. А жить тогда на что? В каждой роте есть свои, так сказать, экономические деньги, которые называются канонические. Это сэкономленные, украденные и тому подобное. Начальство их надувает, они начальство. Вооружены плохо. Старые кремневые ружья, из которых нельзя с уверенностью попасть со 100 шагов. Про чеченцев трудно сказать, что отличные стрелки, но их винтовки бьют гораздо вернее. У линейцев же винтовки черкесские или чеченские. Линейцев Бакланов еще с первой своей службы на правом фланге помнил и отличал. Одно плохо, в Гребенском и Моздокском полках полно староверов, а дальше в Лабинском полку рассказывали кого только нет, и молокане, и духоборы, и субботники. В Червленой, Щедринской, Старогладковской станицах даже божьих храмов нет, одни молельные дома. Командир полка Суслов вне строя даже в черной рясе ходит. В станице по 1000 душ. Живут тесно. Усадьбы переполнены скотиной. Выгонять ее из-за чеченских набегов опасаются. Отсюда грязь. Тяжелая жизнь. Но казаки иной не хотят. Один офицер записал: «Мне случалось видеть, как вздорный слух, пущенный меж казаками об обращении в податное сословие, выводил их из себя. Они в этом случае стояли не за интерес, потому что повинность крестьянина гораздо легче казачьей, а за свою родовую гордость. Казаки необходимы. Казаки удовлетворены своим званием и гордятся им». Примечание. Фадеев. 60 лет Кавказской войны. Москва. 2007 год. Страница 370. Конец примечания. В Моздоке и в Кизляре есть армяне. И у Шамиля одна жена, дочь моздокского армянина. Война идет вяло. Это в реляциях чеченцев толпищами или скопищами уничтожают. А если перевести эти реляции с кавказского языка на человеческий, одни перестрелки, и тел вражеских почти не видно. Подбирают и они своих убитых. Слышали такой разговор: «Ваше превосходительство, сколько прикажете показать потери у неприятеля?» «Да что их жалеть? Покажите столько-то».
через горные хребты. Я лечу к вам, друзья, с песней в груди, и пока же у меня автомат да гитара, самолет Ан-2 внизу гудут, встречай нас, земля. Вы помните все, кто стоял за Кавказ. Вы помните, кто погибал ради нас. Мы свято храним дедовской наказ с далеких времен. Держите свой паз, прошу вас, не дремнуть и быть начеку. Неприятеля ждать, может быть, он в тылу, может быть, возле вас. Мародер аль подлец, враг аль предатель, разве в торец. Держись, брат, за друга, прикрывай ты его. И если в беде он, не бросай одного. Чеченец, адык, абхаз, все равно. Защитит наш Кавказ мужчинам дано. Еще мы вернемся в свои ведь края с верой в победу, что сражались не зря. Будем помнить друзей, что погибли в бою. Эту святость гитары на века сохраню. Будем помнить друзей, что погибли в бою. Эту святость гитары на века сохраню. Через горные хребты я лечу к вам, друзья, с песней в груди, и пока же у меня автомат да гитара, самолет Ан-2 внизу гудут, встречай нас, земля. Вы помните все, кто стоял за Кавказ. Вы помните, кто погибал ради нас. Мы свято храним дедовской наказ с далеких времен. Держите свой паз, прошу вас, не дремнуть и быть начеку. Неприятеля ждать, может быть, он в тылу, может быть, возле вас. Мародер аль подлец, враг аль предатель, разве в торец.